Радиация является частью электромагнитных излучений. Везде есть радиация, поэтому от нее невозможно как-то защититься. Небольшие ее дозы можно получить даже от продуктов питания, зданий и сооружений. Также люди могут подвергаться воздействию природных источников, таких как вода, почва и растения. Нет того места, где отсутствует радиация. Есть такой вид естественной радиация. Это означает та часть радиации, которая излучает из окружающей среды, из почвы, грунта. И в составе питьевой воды тоже имеется определенное количество радиации. Перед тем, как прибыть в Кыргызстан, сотовые аппараты должны проходить через таможню на измерение уровня электромагнитных излучений. Связь осуществляется через электрический сигнал. Если говорить в целом, то в природе все каким-то образом имеет отрицательное влияние и вредное воздействие на человека. Для этого надо соблюдать нормы, не превышая их. Чтобы в природе нет ничего, который не имеет отрицательного влияния или вредного воздействия на живой организм. Но чтобы этого вредного влияния на организм, на здоровье не было, разрабатываются нормы предельно допустимые. Если любое изделие он будет превышать, например, электромагнитное излучение выше допустимого, он, конечно, будет отрицательно влиять на здоровье. 21 век – век новых технологий, но многие дети злоупотребляют гаджетами, мобильными аппаратами, что очень плохо сказывается на их здоровье, психологической и физиологической стороны. В социальных сетях поиграть в игры, что в свою очередь приводит к малоподвижному образу жизни. Чем дети меньше двигаются, тем, соответственно, появляется склонность к избыточному весу. Информации пока нет, еще это научно не доказано. Это только так считается, что телефоны излучают энергию, которая отрицательно влияет на нервную систему детей и подростков. Для того, чтобы как-то обезопасить себя от вреда гаджетов и мобильных телефонов, следует ограничить по времени. Детям до 2 лет вообще желательно не использовать мобильные устройства. Айджан Аманова, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.